Хорошего дня всем тем, кто с нами. Привет, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей», А это значит, что прямо по курсу много свежих новостей. которые тебе будет интересно слушать. А освежат твои мозги Настя Бурмистрова, И Радомир Усманов. ну и наши корреспонденты с места событий. Пока что места событий – это монитор компьютера. Ну и, знаешь, на кухне бывает тоже движуха. Как уберечь себя от клещей? Где тусить неожиданно весело? Какие инстаграмные фишки в тренде? Что актуально читать этим летом? И чем же лучше заняться, если уже соскучился по школе? Все это и намного больше в горе новостей, так что смотри и не переключайся. На календаре 19 июня. Лето идет, и я надеюсь, что в скором оно наберет должные обороты. А город преображается не только зелеными листочками. На железнодорожном вокзале Уфы устанавливают памятник, посвященный ушедшим на фронт воинским частям. Пока что ничего не понятно, но как памятник откроют, я обязательно туда съезжу. Люблю неизвестные мне места. Работа еще в процессе, но памятник уже изготовлен и доставлен в Уфу. Прям трейлер какой-то. Ну а как можно сфоткаться на фоне этого памятника или же с ним, вам расскажет бывалая инстаграмщица Карина. На улице масочный режим, фотографий нет, и я ломала голову, что же делать. В итоге собрала топ-3 креативных идей для фотографий в домашних условиях. Мне кажется, что рабочие, к тому же не на фотоаппарат, а на телефон. Хочу скорее с вами поделиться, поэтому поехали. Самая простая идея требует для выполнения всего два предмета. Стеклянный прозрачный стакан, который может быть абсолютно любой формы, и воду. Кладем голову за стакан и пытаемся создать свой собственный сюрреалистический автопортрет. Можно его, конечно, и по назначению использовать и выпить оттуда воду, зато потом пофоткаться с дном стакана, это тоже выглядит довольно классно. А вообще я надеюсь, что вы найдете свое применение к этому, казалось бы, бытовому и простому предмету. Для фотографии номер 2 вам понадобится любая книга плюс подставка под нее. На самом деле можно и без вот этой огромной конструкции, просто мне было так удобно. Тут фишка в движении, вы перелистываете страницы, а телефон это все фиксирует. Здесь удобнее и лучше использовать функцию «Серия фотографий» или «Лайв-фото». Тогда вероятность поймать удачный кадр намного выше. Третий вариант очень веселый, вам понравится. Заходим в Инстаграм, как будто собираемся снимать истории. Ищем снизу коллаж и фоткаем половинки своего тела в смешных позах. Склеиваем их, и получается забавный прыжок или что-то еще. Зависит только от вас. Ну все, побежала выкладывать фотки в Инстаграм. Карина Однобаева специально для горы новостей. Крутые идеи. Это точно, у нас не менее крутые новости. На фасаде Республиканской психиатрической больницы появилось граффити в поддержку медиков, борющихся с COVID-19. Картинка выглядит очень стильно, да и цвет такой мощный. Художники изобразили женщину-медика, выходящую из красной зоны и снимающую маску. Также на рисунке есть цитата Антона Чехова: «Будьте здравы и живите так, чтобы каждую минуту чувствовать весну». А чтобы это было действительно так, нужно соблюдать перчаточно-масочный режим, а также соблюдать социальную дистанцию. Но помимо коронавируса у нас есть и другие опасности, и я предлагаю о них напомнить. Наконец-то наступило лето.
Всем хочется гулять, и помимо коронавируса у нас есть много других опасностей, к примеру, клещи. Сегодня я покажу, как себя обезопасить от них и при этом не выглядеть как мешок с картошкой. Поехали! Итак, пойдем снизу вверх. Для того, чтобы обезопасить наши ноги, нам не нужны высокие берцы или сапоги, достаточно высоких носок или кроссовок. Пойдем выше. Итак, вверх. Нам понадобится одежда с длинными рукавами, чтобы она закрывала максимальную площадь нашего тела. Если нет головного убора, вы можете сделать то же самое, что и я, взять кофту с капюшоном. Абсолютно любую из вашего гардероба. После прогулки обязательно осмотрите и ее, и вашу обувь. Вкусно. Надеюсь, вы поняли, что для того, чтобы чувствовать себя стильно и в безопасности, не обязательно одевать военные костюмы, высокие сапоги и так далее. Радомир Усманов специально для Горы новостей. Радомир, мне кажется, для полного комбо не хватает только попшикаться спреем от клещей. Слушай, я с тобой полностью согласен, но это настолько очевидно, что я думаю, не стоит об этом говорить. Да, мы в Горе новостей не говорим очевидные вещи. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Мне кажется, это очень круто, но, к сожалению, театры и концертные залы откроются чуть позже. Врачи и правительство пока что не определились с точными датами. Слушай, а как соблюдать дистанцию в кино? Кинотеатры уже смогут открыться в середине июля, но соблюдая особые условия, предусмотрена особая рассадка. А театры и концертные залы откроются на последнем этапе снятия режима самоизоляции. Но я думаю, к осени, я надеюсь, что они к осени успеют подготовить новые постановки. Ну, ведь летом все равно не сезон. А вот для чего всегда сезон, так это почитать хорошую книгу. Россия на второй строчке среди самых читающих стран. Мы сдаем свои позиции. Но чтобы не вылететь из стройки лидеров в ближайшем будущем, предлагаю вам взяться за книги. А за какую, узнаем через 1 секунду. Для того, чтобы выбрать самые топовые книги среди подростков, я обратилась ко всевозможным рейтингам, которые доступны в интернете. Я обнаружила вот что. Часто в рекомендациях появляется книга под названием «Остров сокровищ». Написал ее Стивенсон Роберт Льюис. Сюжет повествует о приключениях, связанных с поиском сокровищ. Их спрятал капитан Флинтом на необитаемом острове. Так это же карта капитана Флинта! Теперь мы знаем, где Флинт спрятал свои сокровища. Следующая книга «Приключения Тома Сойера». Эта книга должна быть известна каждому подростку во всем мире. Мальчик по имени Том превращает работу в игру, решает многие вопросы с помощью хитрости и зачастую выходит сухим из воды. А еще озорной мальчишка распутывает страшное преступление и находит самый настоящий клад. Тогда я дам тебе все яблоко, все, что осталось. Ну давай. Ну и самая популярная книга, по которой снято множество фильмов и сериалов, это «Приключения Шерлока Холмса». Книга состоит из 12 детективных рассказов. Это произведение – самая настоящая зарядка для мозгов. Сюжетные повороты должны заставить вас удивляться практически на каждой странице. Не так важно, сколько вы читаете, 30 минут в день или более 2 часов. Главное – это делать каждый день. Преимущество чтения доказано всевозможными исследованиями. Повышение уровня образованности, уменьшение стресса и умение поддержать разговор. Берите в руку книгу каждый день и читайте маленькими порциями. Это полезная привычка. Аделия Батульна, специально для Горы новостей. Адель, спасибо за такие советы. Вообще я слышала, что нужно читать хотя бы пару страниц в день. Это очень развивает мозг. И вообще нужно посещать библиотеки виртуально. Там сейчас проходят очень интересные конкурсы. Предлагаю вникнуть в это, смотрим сюжет.
массовые библиотеки подготовили для юных читателей целый ряд онлайн-мероприятий. Но несмотря на то, что библиотеки с отдельным входом уже начали работать, от мероприятий, которые подразумевают большое количество людей, пока что решили отказаться. Например, сейчас библиотеки Уфы совместно с экологической организацией «Чистая Уфа» проводят конкурс фотографий «Экоспасатель». Принимаются фотографии на тему спасения экологии. А вот видеоконкурс чтецов «Читаем Есенина». В этом году знаменитый поэт отмечает свое 125-летие. Участником конкурса может стать каждый наш зритель от 12 лет. Время отмены массовых мероприятий мощно прокачивает интернет-ресурсы. И как только пандемия полностью отступит, в нашем распоряжении будет огромный виртуальный архив всего. Катя Вахидова специально для Горы новостей. Катя, спасибо! Развиваем мозг и мышцы. Ну а пока все сидели на самоизоляции, в Нуриманском районе на стадионе «Красная Горка» построили площадку для сдачи норм ГТО. Это очень неожиданный и приятный сюрприз. Полностью согласна. После снятия режима самоизоляции каждый житель Нуриманского района сможет пройти, потренироваться, да и в принципе сдать ГТО. Да, пока посмотрим, чем занимается Никита на карантине. Каникулы, отдых и никакой школы. Но тут я нашел интересную акцию «Добровольный диктант». Можно, ничего не боясь, проверить свои знания и не получить трояк. Ко дню русского языка я решил принять участие в образовательной акции «Республиканский диктант по русскому языку». Проходит она в онлайн-формате на платформе Zoom. На все дается 30 минут. Кто бы что ни говорил, но написание диктанта онлайн — это очень непривычная вещь. Ведь гораздо проще писать, когда ты сидишь в школе со своим учителем и своими друзьями-одноклассниками. Ведь у тебя появится какой-нибудь вопрос, и учитель может подсказать, да и твои друзья тоже могут подсказать. Написанный диктант скидывайте на почту. Нужно сфотографировать, либо же отсканировать лист с вашим рукописным текстом. Позже будут присланы результаты. Кстати, вне зависимости от полученной оценки, каждый участник получит сертификат, а он не будет лишним в вашем портфолио. Ну все, диктант написан, а осталось его отправить только по электронной почте. И, кстати, написание работ подобным планом ничуть не легче, чем в школе, ведь ни у кого не спросишь и ни у кого не спишешь. Да и все равно будет честная проверка знания, которая, к счастью, ни на что не повлияет. Никита Гуров специально для Горы новостей. Неожиданно. Но на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Настя Бурмистрова и Радомир Усманов. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока. Пока-пока.